Артисты Госфилармонии имени Хамхоева начинают свое утро с песен, плясок и улыбок. Для каждого из них это мероприятие чуть больше, чем просто концерт. Каждое выступление подхватывает зритель. Организаторы акции – Министерство культуры Российской Федерации и власти региона. Ярмарки, мастер-классы, показы мод. У каждого региона своя культурная суббота, и каждый подошел к реализации идеи креативно. Не пропустила концерт и Рабия Богатырева. Девочка мечтала увидеть свою любимую певицу. Мне понравилась больше всего одна певица. Как она выглядела, что пела? Ее зовут Сумая. И она мне очень нравится. Ее песни мне очень нравятся. А про что она обычно поет? Ну, у нее есть одна песня, которую я очень люблю. Ну, слова я забыла. Сумая, Хава Евлоева, Залина Гарчханова и многие другие. Зрителям представили мелодии не только на русском, но и на ингушском языках. А для тех, кто не смог прийти и лично послушать любимых артистов, были организованы прямые трансляции в Инстаграм. Культурно обогатиться можно и дистанционно. Для этого достаточно перейти на официальный хэштег «Культурная суббота» и «Культура для школьников». Сегодня в 84 регионах нашей огромной страны в рамках культурной субботы проходят различные концерты, спектакли, представления. В том числе и наш регион. Сегодня для всех жителей сельского поселения Мужичи Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева подготовила красочную концертную программу с участием самых талантливых, любимых артистов нашей эстрады. И уверена, что всех зрителей, пришедших на этот концерт, будет прекрасная возможность послушать любимые композиции в исполнении своих любимых артистов. Не забыли и любителей прозы. Для них в прямом эфире на портале Культура РФ будет звучать стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, которое продекламирует школьники на языках народов России. Вот она, культурная суббота, по-настоящему яркая, веселая и зажигательна. В этом году акция стартовала впервые, но далее станет доброй традицией. Хава Гагиева, Асхаб Билакиев, Новости 24.